ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье в 15:00. Универсальный спортивный комплекс. Первенство России по мини-футболу, 7-й тур высшей лиги. Повторная встреча МФК Ухта и Беркута из города Грозный. Этот сезон для чеченской команды первый в качестве профессионального клуба. Тем не менее, ухтинцы с ними уже знакомы. В сентябре команды боролись за Кубок России. Наши спортсмены проиграли в сухую 0-5. Мы готовились к команде соперника ровно так же, как готовились к Кубку. Поэтому какой-то расслабленности не было. Мы изначально знали, что команда очень сильная, собраны хорошие ребята. Победу хотят заполучить обе команды. Стимул гостей – дополнительные очки для лидерства в высшей лиге. Мотивация ухтинцев – острое желание взять реванш у молодого, но амбициозного соперника. На данный момент оба клуба идут наравне. Однако во вчерашнем матче лучшими оказались наши спортсмены. Поддержка трибуны и мотивация тренера сработали. В первом тайме парни сыграли со счетом 1-1. Однако интереснее другая цифра. Меньше чем за 25 минут обе команды набрали по 5 фолов. И только чтобы не заработать 10-метровый удар за шестое нарушение, играли аккуратнее. Этот настрой сохранился и на вторую половину матча. Яростный напор сменился тактикой. И в этом опытность ухтинцев сыграла решающую роль. 3-1 – победа за хозяевами. Уже в первом тайме хозяева забивают 4 мяча. Отличился Вадим Максимов, а Дмитрий Костюков и вовсе радует зрителей хет-триком. Тайм заканчивается со счетом 4-0, ведут ухтинцы. Вторая половина матча. Уже спустя минуту отличается Беркут. Гости играют без голкипера, заменив его на 5-го полевого игрока. Этим воспользовался Вадим Максимов. Нападающий обманул игроков грозненской команды и поразил ворота. До конца матча ухтинцы добавляют в свою копилку еще 3 гола. Соперник ответил 5 голами. Не последнюю роль сыграла замена опытного вратаря на более молодого. На 8-й минуте голкипер ухтинской команды Гомес Перейра Бруно в полете отбивает мяч. Из-за падения дает о себе знать старая травма, и его меняют. Тем не менее, болельщики 2 дня наблюдали за его игрой. Бруно – первый легионер в истории нашего клуба. Взят в аренду у команды Суперлиги «Газпром Югра». По условиям контракта он лишь выступает за наш клуб. Совместные тренировки отсутствуют. Вратарь определенного уровня, то есть он всю свою карьеру, он играл на высоком уровне, что в Бразилии, что у нас. И ему было переключиться несложно. Нам тоже под него подстроиться, под опытного вратаря тоже несложно. Матч закончился со счетом 7-5, победа за нашими футболистами. За 2 дня игр Ухта заработала 6 очков и поднялась сразу же на 2 строки в турнирной таблице. По итогам 7-го тура наша команда занимает 3-е место в высшей лиге России. Следующую серию игр ухтинский клуб проведет дома. 10 и 11 января наши ребята сыграют против команды «Алмаз Алроса» из города Мирный.